Мумии из Черчена, 1000 лет до нашей эры. Отчет о раскопках могила в въезде Черчен, Уйгуристан. Долкуна Камбери, уйгурский ученый. Колумбийский университет. Черчен расположен на юго-востоке Таримского бассейна, у северных подножий горных хребтов Курум и Алтын. Уйгурские археологи проводили многочисленные исследования в нижнем течении реки Тарим, в уездах Лабнор и Черкилек. Также в восточной части древнего Кирурана в долине нижнего течения реки Канчи. С древнейших времен жители Черчена обитали в этом плодородном оазисе вдоль шелкового пути. Они пользовались родниковой водой и реками из гор Алтын, Кокар-Памир, Курум и Каракурум, и возделывали землю у реки Тарим. Здесь ими была создана уникальная таримская цивилизация, сиявшая, словно жемчужина, в культурной истории Уйгуристана. Территория древнего царства Кирурана занимала около 900 квадратных километров. Под песками сохраняются многочисленные руины, поселения и древние гробницы. Много находок обнаружено в восточной части царства, в Кируране и долине реки Канчи, а также в западной части, в Ния и Черчене. Сенсацией стали хорошо сохранившиеся человеческие мумии, извлеченные из гробниц. Они имели глубоко посаженные глаза, длинные заостренные носы, тонкие губы и желтовато-каштановые волосы. Мужчина ростом 2 метра с волосами, заплетенными в косы. Рядом с ним женщина, рост 1,80 м, около 40-50 лет. Ее волосы, светло-каштановые с седыми прядями, заплетены в косы. 2 косички, наращенные из молодых волос. Это древнейший в мире пример наращивания волос. Она в длинном платье красного цвета и белые высокие сапоги из оленьей кожи, а на лице тату из золотистой охры, длинные ногти с маникюром. Эта женщина – икона стиля своего времени, образ древней красоты и сакральной силы. В гробнице нашли тело младенца, которому на момент смерти не было и 3 месяцев. Тело плотно завернуто в пурпурную шерстяную ткань, а голова покрыта синей шерстяной шапочкой. Глаза закрыты 2 небольшими плоскими камешками. Рядом с головой лежала древняя детская соска из вымени овец, разрезанная и сшита так, что в него можно наливать молоко. В одних гробницах находят шапки фригийского типа, в других – высокие остроконечные шляпы из черного фетра. В захоронениях был обнаружен древнейший в мире узловатый ковер с красочными волнообразными рисунками. Здесь же было найдено самое древнее в мире конское седло, а также лук сложной конструкции со стрелами. Мужчины носили брюки с квадратной вшитой между ног вставки, что позволяло долго ездить верхом на лошади и не натереться. Женщина одета в халаты и платье. Татуировки на лице мужчины изображают солнечный рисунок. Тату у женщин состоят из спиралей, треугольников и ромбов. Женщина также раскрашивала брови. Одежда возрастом 3000 лет была настолько прочной, что мумии можно было раздевать и одевать. Археоботанические исследования показали, что они выращивали хлебную пшеницу, голозорный ячмень и проса, культивировали виноград и делали вино. В захоронениях найден древнейший в мире деревянный протез для ног. Также обнаружила мумии мужчина после операции на животе со швом нитями из конского волоса. Это уровень медицины, невероятный для той эпохи. Эти люди, жившие 3000 лет назад, представляют собой одну из ветвей ранних предков уйгурского народа. Метод геномного анализа показал, что древние люди Таримского бассейна являлись смесью 2 древних автохтонных азиатских генетических компонентов. Древних северных евразийцев в верховьях Енисея, составляющих 72%, и древних северо-восточных азиатов, популяции Байкала, составляющих 28%, что соответствует расселению древних предков хайху-уйгуров, джинлин и хунны. Спустя более 1000 лет в этот регион из уйгурского каганата пришли уйгуры-хайху, носители нового литературного языка и военной политической организации. Они смешались с местными древними народами и стали основой современной уйгурской нации. Современные уйгуры – живое воплощение того уникального синтеза европеоидных и азиатских генов, который и создает настоящую историю непрерывной уйгурской цивилизации на протяжении многих тысяч лет,
от древней лореландской красавицы из Тарима, черченского человека, до уйгурского кагана из Ардубалака, турфанского Эджикута и кашгарского крахана, от буддийского уйгурского монаха Кумараджева до суфийского проповедника уйгура Ахмада Ясова, от уйгурского философа Юсуп Хас Хаджиб до ученого Махмуда Кашгари и поэта уйгура Алишера Навая. До уйгура Тататунга, сделавшим уйгурское письмо письменностью трех империй, уйгурского каганата, монгольской империи и китайской империи Цин, до уйгура Лан Сасаня, ставшим образцом конфуцианства Китая. Уйгуры помнят всех своих предков, которые оставили богатое мировое наследие, от древних захоронений Тарима, руин древних городов уйгурского каганата, уйгурских хронических записях на стелах, скриптории и манускрипта уйгурским письмом, первых в мире содел и брюк для езды на лошадях, первых медицинских протезов, первой в мире хатанской бумаги и печатных книг Турфана, первых в мире симфонических музыкальных произведений, мукамов и много, что впервые появилось на уйгурской земле.